После небольшой паузы мы вновь возобновляем телетрансляцию, прямой эфир с Центра спортивной подготовки «Триумф», где у нас вовсю идет второй соревновательный день чемпионата России по боксу среди мужчин 2018 года. С вами по-прежнему Власий Сергеев и мастер спорта Советского Союза, заслуженный тренер республики Александр Афанасьевич Теосытов. Ну что ж, мы по-прежнему на ринге А, где сейчас у нас ведут поединок Кирилл Локотков, представитель Ханты-Мансийского автономного округа, и против него Иван Абрамов из Башкортостана. Кирилл Локотков является кандидатом в мастера спорта. Он выступает в красной форме. Финалист Кубка мира 2017 года, победитель международного турнира в Беларуси, который прошел 99-го года. Спортсмен первый вот уже раунд у нас прошел. Ну и Локотков еще можно сказать, что он боксом у нас занимается восьмой год. Сейчас у нас прекрасная возможность увидеть в замедленном действии яркие моменты минувшего раунда. Ну что ж, второй раунд, да. Второй раунд. Стартовал второй раунд. Повторяем, Кирилл Локотков в красной форме, Иван Абрамов в синей. В этом бою победа одержал боксер красного угла Руслан Белоусов, город Москва. Иван Абрамов у нас является мастером спорта международного класса. Представляет он Башкортостан. Является чемпионом, обладателем Кубка России 2018 года. Также является победителем спартакиады молодежи нынешнего года. Ну, тоже, да, серьезный такой спортсмен в этой весовой категории. Спортсмен, да. Он чемпион. Еще Кубок мира выиграл, да? Кубок России, Кубок мира. Объявляли. Вот. 96-го года рождения. Молодой. Актер синего угла. Представляем боксеров. Вот здорово только что. В красном углу Азнаур Левой Басымов, достал своего соперника Абрамов. округ Югра. В синем углу Локотков Роман начинает Патапригара, работать, Ростовская вот, область, хочет город его Ростов-на-Дону. прожать канатом, но он не уверен, значит, подкрадывается, подходит, ну, классом маленько уступает своему сопернику. Вылетела капа. Небольшая заминка, после которой поединок у нас возобновится. Команда бокс. Абрамов начинает быстрее работать, финтить и подготавливает удар справа. Провел один раз, он не получился. Сейчас он начнет опять. Вот хорошо, атака у него прошла, вот инициативой пока владеет боксер Абрамов в синей форме. Локотков, да, пока не может найти, да, ключи
Локоткову, конечно, труднее. Включение может, ага. Но тем не менее очень активно передвигается Локотков. Активно работает, но он Да. что-то старается бить, но у него там четко пока не получается. Правый О. боковой хороший прошел в исполнении Абрамова. Вот раунд закончился. Ринг А. В синем углу ринга готовится к продолжению боя Иван Абрамов, Республика Башкортостан, город Октябрьский. Иван Боксер Абрамов на ваших 96-го телеэкранах. года рождения, мастер спорта международного класса. Представляет спортивное общество «Динамо». Счет боя не ведет. Является чемпионом Вот командного левый кубка боковой России доходит, потом сразу же в корпус 2018 добавляет года. Абрамов. Победитель спартакиады молодежи 2018 года. Вот Тренируется попал, под ага. В корпусе сразу в голову, да? Голову, и да. Габдуллина. Хорошая двоечка. А этот, Первый тренер Сариев. ну, Секунданты Левый Сариев. боковой снизу тоже. он не заворачивает как-то слева боковой. Получился. Третий раунд. Ну и Третий раунд. да, третий раунд. Ну, решающий раунд будет. Маленькое преимущество, мне кажется, имеет боксер синего угла. Абрамов Иван. Да, попадает Ну, чаще. да, он сейчас будет, наверное, он наращивать темп и поддавливать. Вот. Атаковать. Ринг Б. Держит дистанцию Абрамов. Вот, хорошо тоже сейчас провел серию ударов. Снизу и с боковым заканчивал. Вот, ложная атака, затем контратака, молодцом. Боксом занимается 9 лет, мастер спорта России, представляет вооруженные силы. На ринге провел 160 боев, 149 из них одержал победу. Имеет 14 международных встреч. Ну, Абрамов очень 30 здорово побед. действует, уверенно смотрится. Да, в третьем раунде особенно, да. Российского автономного округа 2017 В первых двух раундах так финалистом чемпионата Уральского у федерального него округа. очень так четко получалось. Сейчас он уже владеет полностью инициативой. Тренируется под руководством тренеров Рустама Умарова, Заура Жумарова, Игоря Ну, Не Князева. уве- не атаки уверен. Локоткова, да, как-то Неуверенные такие, ага. Бросает. Второй раунд. Вот. не доходят до цели вот, удары Локоткова. Я думаю, даже если бы доходили бы, то большого урона как бы не нанесли бы. Абрамов смотрится мощнее, решительнее, О, что хорошо. самое важнее, точнее, да? Да. Хорошо подготавливает он. И вот. И заканчивает тоже вот серию ударов на отходе. Вот. И вот бок прошел. Ну, в этом бою бесспорно, конечно, выигрывает боксер синего угла. Ну, что-то в этом весе боксеры очень неплохо подготовленные во всех парах почти. Ну, чемпионат России сюда. Чемпионат страны. Хлесткие такие мощные серии. И завершается поединок. Соперники благодарят друг друга за этот бой. Ну и, я думаю, тут вопросов Сейчас ожидается выход Николая Григорьева, нашего спортсмена. Он будет боксировать с боксером Московской области Абджамилом. Ринг А. В этом бою Бузур, победу да, Бузур. одержал боксер Московского синего угла Иван Ну, как и ожидалось, Абрамов, да, Республика победителем объявлен Башкортостан. Иван Абрамов.
представитель Башкортостана. Отличный поединок провел боксер Рефери поединка судья всероссийской синим. категории Алексей Астахов, Ижевск. В ринг приглашаются Вот тут по повторе хорошо видно. Бузург Авджамилов, Николай Вот Григорьев. сейчас. Ага. Вот заканчивает В хорошо. красном углу ринга Движение, и он Бузург выходит Авджамилов, с ударом. Московская область. В синем углу ринга Николай Григорьев, Республика Саха-Якутия. Да, вот у нас уже следующая пара. В красном углу ринга Бузург Авджамилов представляет Московскую область. И его соперник, член сборной команды Республики Саха-Якутия Николай Григорьев. В этом году Николай становился победителем Дальневосточного федерального округа. Также победил он, одержал победу в чемпионате республики. Ему 20 лет. Он сейчас учится в училище Олимпийского резерва. Начал заниматься боксом Григорьев в Нюрбинском районе, поселке Малыкай, под руководством заслуженного тренера Республики Саха Василия Тыасытова. Вот стал чемпионом, как сказал, стал мастером спорта в этом году. Ну, начинающий, так сказать, боксер. У него дебют также вот в взрослом ринге. До этого выступал среди молодежи. Ну, Его соперника как? да, его соперник Бузург Авджамилов, представитель Московской области. Ему 24 года, является мастером спорта. В этом году он стал победителем чемпионата спортивного общества «Локомотив». Также у него победы на турнирах класса А в этом году. Нет, пока, ну, Коля пока одиночными ударами попадает неплохо, но этот физически чувствуется, обладает эту силу такую. Вот надо вот так же работать, продолжать дистанции, обыгрыванием, не спешить Николаю. Внимательно очень присматривается, да, Николай? Ждет. Да, этот соперник его тоже очень внимательный. 24 года, на 4 года старше своего соперника. А вот надо не упускать моменты, набирать надо очки одиночными ударами, так же как продолжать. Вот молодцом. Хороший правый. Вот так, Еще раз. молодец, но пока вот это ему дает преимущество. В этом раунде, концовку раунда, особенно два попадания. Ну, молодец, молодец, Николай Григорьев. Николай Григорьев сейчас в училище Олимпийского резерва тренируется под руководством старшего тренера. Ринг А. В Мастер красном спорта углу СССР ринга готовится к Владимир продолжению Павлов. боя Бузург Авджамилов. На секундирует сейчас мастер международного класса Александр Самойлов. Да, вот видим Александр. Советы. Александр Самойлов выступал в 2007 году на чемпионате России здесь. Является чемпионом Центрального совета физкультурно-спортивного общества «Локомотив» 2018 года. Чемпион всероссийского турнира класса А на призы Бахтина. Чемпион всероссийского турнира Ну, класса очень А интересно на призы начинается, Агеева. да, данная встреча. Виктора Ну, в конце как здорово, 2 раза попал, да, вот, раз. Ну, этот раунд
Первый как-то тренер хорошо он два. закончил. Тюменев, секунданты И в Таврин. середине раунда тоже он попадал, но легкими ударами, а сейчас вот 3 удара хороших. Второй раунд. Ну, сейчас будем смотреть, болеть. Ну и вот, как активно начинают, да, сразу боксеры. Вот, ну так не спешить, не надо спешить. Момент будет, надо бить наверняка. Вот поэтому вот сразу хорошо видно. Вот левша, соперник Григорьева. Надо почаще справа пускать. Вот. Справа почаще. На ринг приглашается 10-я пара боксеров. Ух ты, пропустил. Опасный, Удар, да, вот ага, слева. слева прошел, опасно. Вот. Хорошо, достал право еще раз. Ага, вот, хорошо. Отыграл. Отыгрался. Данного боя Денис. Судья международной категории. Ну, вот так крутить, надо двигаться и тут крутить влево-право. Особенно двигаться надо в левую сторону. И то есть в правую сторону соперника. Очень быстрые такие, да, вот выпады Григорьева. Разящие такие атаки. Представляем боксера. Здорово, здорово. Я думаю, нужно продолжать работать. Банов. Вот про промах его использовать надо. Он промахивается. Он как-то медленный, но очень жестко бьет соперник. Вот. Нет. Поскользнулся. Смотреть надо внимательно за левой. Он левой бьет. Ну и про Хорошо. правую тоже Так. не стоит забывать. Ага. Хорошо. Минута прошла. Ну, хорошо себя чувствует, да, Бузург вот, в ближнем бою. Вот, Бузург. размашисто вот, подключает левую. Надо работать тут. Оттолкнуть надо. Но оттолкнуть не надо ввязываться в ближний бой. Вот с дистанции работать. Хорошо. Ну, Коля молодец. Этот раунд так тоже хорошо держится. Это. Вот. Ага. Не надо подходить близко. Ох. Сейчас будет. Вот тут. Вот Все, раунд кончился. да, закончился раунд. Мне Ринг кажется, с А. небольшим, но все же В преимуществом синем углу Николай ринга Григорьев готовится к ведет продолжению боя Согласен с Николай вами, ага. в этом Григорьев. поединке. Дай Важно не растерять вот это преимущество в третьем раунде, продолжать работать в таком же стиле. Здорово, вот он. Также продолжать хладнокровно и очень собранно работать надо. Драку не надо не ввязываться ни в коем случае. Вот обыгрывать надо. У него получается это обыгрывание. Два раза пытается, да, левую подключить в этом эпизоде, не Он получается у попал Бузурга. вот, ну, один раз вот хорошо попал это соперник Григорьева. Вот тут два раза тоже достал. Нет, если так будет продолжаться, должно. Надо этот был во втором раунде случай. Что так долго идет? Итак, Ага. третий раунд. Справа надо. Справа бить потяжше. Вот так, хорошо, молодец. Справа. Он ловит справа удар. Хорошо. Вот так. Развернуть и бить. Ага. Ну что ж, Николай очень внимательно. Надо работать в этом раунде. Вот бить надо, бить. Вот тут хорошо, молодец. Вот этот момент он хорошо использовал. Там близко стояли.
судья остановил и дал команду бокс. Вот этот моменты надо все время не упускать. Ну как активно Работать. вперед пошел, да, Бузур в третьем. Ринг Б. В синем углу продолжение боя готовится Рашид. Вот, хорошо. Ну, собраться надо, собраться пособранней. Вот, хорошо. Проваливает. Боксом занимается 9 лет, кандидат в мастера спорта. На ринге провел 160 боев, на 44 одержал победу. Он является И ввязываться не надо бы. Республики Дагестан. Надо уходить на дистанцию, маневрировать. Тренируется под руководством Коля, ты что-то решил его перебить, что ли? Это очень трудно будет. Рашидбек Ахмедов. Первый тренер. Двигаться, двигаться. Опять не стоит. Чуть больше минуты остается боксировать в Все этом равно надо поединке. двигаться, двигаться, маневрировать, обыгрывать. Но он пошел с ними биться. Серийно надо работать вблизи, легкими ударами. Второй раунд. Да, нужно сейчас концовку провести очень активно, чтобы Да, судей, да, не было. с одной стороны он так чувствует, ну вот хорошо, хорошо. Вот так дистанция у него лучше получается. О, опять туда пошел. Одним предупреждением самое. 3 секунды осталось. Ух ты, ух ты. Тут наглеет. Да, не стоит с ним уже рубиться, да? Рубиться не надо, так двигаться в конце. Все равно он пусть помашет, преимущество у него есть же. Вот так двигаться надо, двигаться. О, хорошо, хорошо, вот так. Вот, вот сейчас кончится время. Ну и завершается Да, поединок. Ага. Ну, думаю, нормально должно быть, если хорошо, справедливо будут судить. По очкам, я думаю, победу одержали мы. Ну что ж, дождемся оглашения. Ринг А. В этом бою победу одержал боксер синего угла. Да, О, Николай хорошо. Григорьев. Выходит на следующий Якутия. этап. Поздравляем Николая. Здорово, здорово, Ну, он конечно. сильного спортсмена выиграл. Вот. Ну, на чемпионате России слабых не бывает. Он хорошо справился. 11-й бой. Ринг А. Рефери поединка. Судья всероссийской категории. Ну вот эти вот Сергей его Першин, быстрые эти Архангельск. атаки, выпады, да? В ринг А приглашаются боксеры 11-й пары Егор Базанов, Я думаю, Максим сейчас мы Стахеев. перейдем на ринг Б, где у нас В должен красном углу драться ринга А Егор Денис- Базанов, Московская Денис Халдеев. область. В Тоже синем углу представитель ринга команды Якутии. Максим Стахеев, Челябинская область. Весовая категория до 52 килограммов. Ну что ж, переходим на ринг Б. Вот мы видим то, что в синей форме представителя команды сборной Якутии Денис Халдеев ведет поединок против Рашида Шахбанова из Дагестана. К сожалению, не имели мы возможности внимательно наблюдать за ходом. Но завершился поединок, и мы видим то, что Денис уверен, да, в своем успехе. Так, это у нас нет, второй раунд. Ага. Второй раунд завершился. Республика Саха-Якутия, город Но, Якутск. как мы видим, Денис очень Боксер 85-го уверенно года себя рождения. чувствует. Боксом занимается 15 лет. Мастер спорта России. Счет боя не ведет. Он является Сейчас, чемпионом по мере возможности, мы, конечно же, ознакомим вас, дорогие друзья, с чемпион достижениями Дальневосточного федерального округа 2017 а, года. Тренируется под руководством тренеров. Денис Халдеев, мастер спорта Первый тренер Валерий Кутупов. России.
уроженец Намского улуса, чемпион Дальневосточного федерального округа. Да, 17-18 годов. Чемпион республики. Третий раунд. Ему лет сколько? Он, по-моему, так. Ну что ж, третий раунд. Посмотрим за концовкой. Третий раунд, да. Ну, Денис Халдеев, он долго тренировался. И в конце, ну, уже в этом зрелом возрасте выполнил мастера спорта. Ну, он очень, так сказать, трудолюбивый спортсмен. Все время хорошей подготовки подходит к любым соревнованиям. Но было время, когда он не участвовал в соревнованиях. Потом опять после маленького перерыва продолжил. Стал мастером спорта. 2 раза выиграл Дальневосточный федеральный округ. Это же не каждому дается. В Намском районе он занимался с малых лет. Учился в училище Олимпийского резерва. Ну и да, хотелось бы отметить то, что вот мы перешли, да, на ринг. До этого у нас уже состязания весовой категории до 56 килограммов. Соперник Дениса Рашид Шахбанов, является кандидатом в мастера спорта. Как мы уже сказали, да, он представляет Дагестан. 95-го года рождения спортсмен. Ну, каких-либо побед, да, на всероссийской арене вот представитель Дагестана пока не имеет. Ну и Денис Халдеев. Халдеев Денис тоже включен в последний момент. Но он всегда готовый спортсмен. Хорошо любым соревнованиям. Ну, на сборах он занимался недостаточно, конечно, если раз в последний момент он включен, но всегда выступает как стабильно. Будем надеяться, что у него и на этот раз должно пойти хорошо. Очень такая динамичная, да, у нас развязка поединка получается. Пропустил один такой плотный удар Денис. Ну, мы не полностью смотрели бой, как-то поэтому судить трудно. Вот, хорошо. Все. Да, завершается данный поединок. Денис Халдеев благодарит болельщиков за поддержку. Но очень яркая, да, концовка у нас получилась. Ну что ж, ждем решения судейской коллегии. Рашид Шахбанов. Нет, видим, да, то, что объявят после судейская коллегия все еще решает, выявляет победителя или что у нас? Ну, выявляет, там, может, всякие спорные моменты бывают при оформлении судейских записок. Поэтому задержка маленькая может быть. Ну, по всей видимости, да, я, к сожалению, не услышал, но победа вроде как, да, присуждена Денису Халдееву. 11-я пара боксеров. Обошлись без поднятия руки, да? Так, Денис Халдеев, поздравляем, да, очень ярком молодец, поединке.
одержал победу. К сожалению, да, не имели мы возможности полностью. Представляем 11-ю пару боксеров ринг Б. Красный угол Алексей Москвин, Ульяновская область. Синий угол Максим Чернышов, Ринг, Удмуртия. сейчас. Ринг. Б. Понятно. Ну и, видимо, повтор концовки, да, этого поединка. Очень яркую развязку подарили нам спортсмены, но это уже следующая пара. 11-й по счету поединок весовой категории до 56 килограммов. Это у нас Алексей Москвин, представляющий Ульяновскую область, и против него Максим Чернышов, Удмуртия. Ну что ж, в этом весе мы еще увидим выступления спортсменов из Санкт-Петербурга, Москвы, Дагестана. И нас с вами ждет еще выход представителя сборной команды Республики Саха-Якутия Аяла Степанова. В красной форме выступает боксер из Ульяновской области Алексей Москвин. В синей форме Максим Чернышов, Удмуртия. Ну, бой начинается так же, как и предыдущие пары. Более решительность боксеры начали. Но первый день всегда бывает трудным. Ну, вот во второй день как-то боксеры начали сразу без особой разведки, начали решительных действий. Боксер в красной форме Алексей Москвин является мастером спорта. Родился он в 1996 году. Является призером чемпионата России 2016 года, призер Кубка мира 2016 года, победитель международного турнира в Тбилиси в 2018 году и чемпион Кубка России нынешнего года, который прошел в Ижевске. Ну что ж, такой хороший, да, послужной список. Да, послужной список достаточно солидный. Ну, пока очень грамотно действуют спортсмены, не спешат ошибку своих, ищут ошибки, промахи, чтобы контратаковать. Близится к завершению у нас первый раунд. Вот, хорошо защищается уклонами, нырками. Боксер Чернышов Максим с Удмуртии. Вот. Работа Вот в в ближнем клинче. бою у них так-то хорошая работа Ринг Б. чувствуется у В обоих. красном углу к продолжению боя готовится Алексей Москвин, Ульяновская область, город Димитровград. Боксер 94-го года рождения, боксом занимается что ж, 10 лет, мастер спорта России. Провели, да, Представляет первый вооруженные раунд. силы. И у нас будет На ринге после провел передышки 158 начнется боев, второй. 112 из них одержал победу. Он является чемпионом Кубка России в составе сборной. Вот сейчас по повторе показывают. Приволжского боксеры федерального оба округа очень аккуратно 2018 действуют, не года спешат. в городе Ижевск. Технико-тактическая Чемпион вооруженных подготовка сил поставлена на России должном уровне. 2018 года. Тренируется Алексей под руководством тренеров, заслуженного тренера СССР Гришина, Вот Умарова. Максим Мацкева. Чернышов. Первый тренер Исмат Тублаев.
здорово, да, смотрится. Его соперник Второй Алексей раунд. Москвин является мастером спорта 1994 года рождения. Является чемпионом Кубка России 2018 года. Также победитель Вот, хорошо попадает. является победителем чемпионата Всё, вооруженных синего сил. угла. Вот сразу пошел на обострение обстановки. Начал более плотно работать чемпион вооруженных сил. Хотелось бы отметить для наших телезрителей, у нас вот идет, как и вчера, да, идет утренняя программа, которая вот стартовала в 12:00, и по программе поединки у нас идут до 15:00, после чего у нас будет перерыв, и вечером с 17:00 у нас начинается, так сказать, вечерняя программа, в рамках которой состоятся также поединки, предварительные бои, но уже в других весах. Это у нас 60, 64, 69 килограммов. И также мы ждем там выступления наших ребят. И мы работать будем в таком режиме каждый день, дорогие друзья. Ну что ж, у нас второй раунд, да, тут уже спортсмены более уже решительно, более открыто уже начинают действовать. Размашистые удары в исполнении Москвина. Тут же мы видим, да, размены идут. Обмен ударами идет. Беспорядочный почти. Но преимущество синего угла маленько что-то чувствуется, мне кажется. Ну, равный бой в основном. В равном бою трудно бывает определить победителя. Но не достает. Хотя хорошо ушел. Есть еще немного времени. Да, конец раунда уже. Вот попал хорошо. Правый прошел, да, хорошо. Да. Так, под конец Ринг Б. заработал Синему хороший углу балл продолжение боя для определения готовится победителя. Максим Чернышов. Удмуртия. Город Ижевск. В этой весовой категории, Боксер 96 ну, да и вообще в целом, да, сегодня из членов сборной команды Якутии осталось у нас выступление только одного боксера, это Аял Степанов. Он у нас в скором времени, через 2 поединка, выйдет на ринг. Против него выступит Ахмед Абдуллаев, представитель Дагестана. По России 2018 года в городе Ижевске. Ну, видим, да, тут жесткий какой размен. Юрия Емельянова. Хорошая двоечка, удар по Жесткий обмен корпусу. ударами. Тренер Да. Дмитрий Бронников. Ну, это повтор. Секунданты за ринг. Сейчас уже. Третий раунд. И третий раунд, Третий раунд. дорогие друзья. Алексей Москвин и Максим Чернышов. Хорошо. Третий раунд начинает не так, как в других парах. Он уже третий раунд, они очень осторожно начинают оба. Вот, ждут друг друга. Ну, видимо, это связано с тем, что поймать на удар. Смена. Активно работают оба боксера, видим.
поочередно, да, такую-то порой Малых встречается Ага. на встречных, да? Немножко подсел, мне кажется, Москвин. Да, Москвин, наоборот, сейчас Как-то- будет работать, мне кажется. Он дистанции у него выгоднее. Не допускает дистанции, бьет прямыми. А этот Чернышов Максим ему ввязывает ближний бой, серию ударов с близкой дистанции. Вот, ну, промазывает все время. Вот так в разрез надо ему было прямые удары. Так, третий раунд. Пока до середины дошло. Боксеры устали. Вот ниже пояса бьет, но судья не видит, потому что спиной боксер мешает. Вот сейчас спорный бой получится. Да, попадают оба, очень много бьют, и будет трудно, конечно, отдать кому-то предпочтение. Вот левый хорошо дотянулся. Вот сколько раз подряд, да, попал вот Да. левый прямой Чернышов. Ну и 15 секунд остается до конца этого боя. И там судья немножко помешал, да, чтобы, мне кажется, что там хороший правый прошел по Чернышову. По видеокартинке ровно судья прошел. Ну и да, сейчас очень интересно, конечно же, будет, кто же в этой... В этом бою кто Да. одержит победу, да, конечно, интересно будет. Будет такой, ну так бывает, такие бои. И очень трудно будет определять. Но победитель все равно остается одним Ринг из Б. двух. В этом бою победу одержал боксер красного угла Алексей Москвин, Ульяновская область. Да, победитель Алексей Москвин, представитель Ульяновской области. Принимает поздравления. Любители бокса нашей республики. Аплодисменты, да? Ринг Б приглашается. Да, и Максим Чернышов завершает выступление на нашем чемпионате. Давайте еще раз посмотрим, как же это все у нас Судья происходило. Ну, международной категории. не стеснялись, да, оба Юлиан спортсмена идти в такой вот Андакулов. активный Обмен, да. размен, да. Оренбург. Что тут и На другое. ринг приглашаются Да, много попадали. Магомед Курбанов, Очень много били. Санкт-Петербург. Соответственно, Чингис попаданий Накыров, тоже было Калмыкия. достаточно. И судьи решили так, что Алексей Москвин был точнее. Лучше был, значит, в общем, по бою. Но бой равный. Ринг Б. Представляем боксеров в красном углу. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас Магомед вот на Курбанов. ваших телеэкранах Магомед Город Санкт-Петербург. Курбанов, мастер синем углу спорта международного Чингис Накыров. класса, Калмыкия, город спортсмен Элиста. 1990 года рождения. Представляет он город Санкт-Петербург. И у него соперник Чингис Натыров, представитель Калмыкии. Ну что ж, начинается Активнее начинает поединок боксер красного угла Ахмед Магомед Курбанов, Санкт-Петербург. Ну, на чеку старается там вовремя контратаковать боксер синего угла Чингис Натыров. Ну, этот бой Курбанов мастер спорта международного класса.
Вот. Хорошо. Атакует. Пока присматривается, прощупывает. Легкими ударами он его подкрадывается. Проверяет защитные действия молодого спортсмена. Так. Выжидательный тактик принял боксер синего угла Чингиз Натыров. Вот он. Да, что касается Чингиза, да, он является мастером спорта. Мастер спорта. Да, 26 лет ему, представляет Калмыкию. В этом году он победил на чемпионате Южного федерального округа. Он у нас в синей форме сегодня. Пока он отходит и защищается, в глухой защите стоит. Ну, он ожидает, ну, мастер спорта международного класса не торопится, спокойно подкрадывается и наносит четкие, жесткие удары. Вот, передней рукой достает. Так. Целая серия ударов. Ага. Ну, превосходство ощущается со стороны боксера красного угла. Вот. Чингиз в пассивную защиту уходит часто. Ну, очень спокойно, да, Магомед работает. Да, мне кажется, методично. Вот так в этом бою. Исход, ну, посмотрим, дождемся до следующих раундов. Пока заканчивается первый раунд. Первый раунд, конечно, бесспорно активнее и результативнее был боксер красного угла Магомед Курбанов, Санкт-Петербург. Готовится Магомед Курбанов. Ну, как будто вот это боксирует вот по телевизору, извините меня, просто я так от отступление делаю, как будто боксирую более веселую, то есть тяжелую весовую категорию. Да, это боксирую 62 килограмма. Ну, как еще раз вернуться в историю бокса. Ну, вот, опорным пункт открыли для малых весовых категорий. Потом интерната у нас не было. Школа-интернат спортивного профиля. Ну, как раз начали образоваться училище Олимпийского резерва. И по боксу нам тоже разрешили открыть училище Олимпийского резерва. И впервые на государственной основе была поддержка для развития бокса в Якутии. Ну, в этом учебном заведении очень много воспитывались, в том числе наш олимпиец Георгий Балакшин. Ну и чемпионы, призеры России, международных турниров. Вот. Ну, вот начинается второй раунд. Вот также собрано и очень хладнокровно и основательно ведет атакующее действие боксер красного угла, мастер спорта международного класса Магомед Курбанов, Санкт-Петербург. Ну, боксер синего угла разнообразно старается защищаться, но он неудобный какой-то для правильной, допустим, техники. У него какая-то своеобразная техника, удары со всех сторон летят, такие снизу, сбоку. Вот, но продолжает лидировать в этом бою Магомед Курбанов, Санкт-Петербург. Да, здорово проводит этот поединок Магомед Курбанов. В первом раунде, да, вот какие серии он продемонстрировал, сколько ударов там он довел до цели. Но сейчас видим Чингиз, да, вот я не думаю вообще сдаваться, очень активно включается. Чингиз, конечно, он защищается. Ему кое-что получается. Главное, не боится. Он тоже кое-какой опыт имеет. Победитель федерального округа чемпионата. Ну, это путевки всегда специально разыгрываются не ниже победителя чемпионата федерального округа или Центрального совета добровольного спортивного общества, Локомотив, Динамо, Вооруженные силы и так далее.
тоже победитель. Раньше участвовали в спартакиадах народов СССР, России, финалисты. Потом очень много весовой категории тогда проводится очень много дней. По боксу только одна встреча в день разрешается, поэтому сократили, и вот путевку завоевывают только победители вот этих промежуточных соревнований. Ну, по-прежнему Магомед ведет. Да, только что Да. хороший левый Да. боковой прошел. Дальнейшие удары Но пока не достигают цели, либо же попадают в защиту Чингиза. только второй раунд заканчивается. Очень интересная, как говорится, интересный состав, или по-простому говоря, компания собралась в этой весовой категории. Нашим ребятам, конечно, будет тяжело. Боксеры во всех подгруппах очень сильные. Подгруппами. Рингбэк. Завершился второй В синем раунд углу в продолжении боя готовится в этой Чингис встрече. Натыров, Ну и, как мы видим, Калмыкия. Магомед Курбанов уже во втором раунде Боксом уже не занимается так, да, 12 явно лет. Мастер лидирует, как спорта в первом. России. Счет боя Чингис Но он активизировался. чемпионом выигрывает все равно. Да, конечно, все равно впереди. Курбанов. Чингис Натыров тренируется под руководством тренеров Вот, по корпусу правый. Кова, Чингис идет вперед. Тут, Кеквеева, правый боковой достигает цели. Намкирова. Первый У тренер. нас в этой весовой категории Халдеев Денис, значит, хотя руку подняли, там, понятно, что-то выиграл, и Степанов Аял остался. Остальные ребята Секунданты за ринг. вылетели в дальнейшей борьбы. Так, ну продолжаем заключительный раунд Раунд. этого поединка. Вес боксеров, повторяю, 56 килограмм. Ну, это совсем не мухачи, но тоже для наших ребят тоже рабочая весовая категория. Афанасий Паскачин боксировал 57 килограмм, становился много раз серебряным призером, бронзовым призером и один раз стал чемпионом Российской Федерации. Участвовал в чемпионате мира, мастер спорта международного класса. Он очень хорошо, грамотно боксировал с юношеских лет. Так, ну, по соревнованиям среди юношей он всегда выигрывал. Ну, он тоже выступал бы сейчас в этой весовой категории, если бы это помоложе был бы. Мы видим, как Чингис, да, всеми силами старается. А Чингис старается, Да, ну, сократить. Магомед Курбанов все равно, мне кажется, выигрывает. Ну, Ряд мощных ударов по корпусу. серию ударов провел корпусу, но в завершении серии он четким ударом не завершил, но все-таки все равно баллы зарабатывает эти. Левая, затем правая. Вот видим, как четко, да, в атаке действует Магомед Курбанов. Вот Чингис тоже решил противостоять более агрессивно. У него получаться начало вот, эти уклоны. Вот неудобство свое он должен отрабатывать. Надо быть неудобным когда для соперника. Тогда должен диктовать свои условия перед соперником, чтобы ему было неудобно, тебе удобно. В любых поединках так. И в боксе, и в других единоборствах. Команду не слушайте, говорит рефери боксерам. Вот попал. Ну, 20 секунд остается.
Завершается этот поединок, и сейчас мы узнаем победителя этого поединка. Ну, это, скорее всего, наверное, будет Магомед Курбанов. Потому что все вы видели. Ну и что там решили судьи? Ринг Б. В этом бою победу одержал боксер синего угла Чингиз. Эта задержка была почему-то. Ну, это мое Город мнение Дагестан. личное, конечно. Но Курбанов, мне кажется, все лучше был. Но смог, да, Чингис все-таки по ходу этого Приглашается боя 13-я пара переломить боксеров ход категории встречи. до 56 Если килограмм. же в первом раунде мы видели то, что Курбанов, да, вообще, конечно, Товмасян, выиграл Москва, первый раунд, но потом Владимир потихоньку Арсентьев, Чингис Хабаровский край. Рефери этого боя перехватил судья инициативу, и в международной итоге категории в этом очень Галицкий. тяжелом Галицкий. поединке вышел победителем, выиграл Город этот Выборг. бой. Поздравляем Чингиза Натырова, представителя Калмыкии. Ну а сейчас после нас выйдут представители Москвы и Хабаровского края. Аршак Товмасян в красном углу Представляем будет, боксеров. и его соперник, Красном вот он углу. на ваших телекранах, Аршак Товмасян, его Аршак соперник Владимир Товмасян. Арсеньев Город из Москва. Хабаровского В края. синем углу Владимир Арсеньев. Сразу Хабаровский после край. этого поединка мы увидим выступление члена сборной команды Якутии Аяла Степанова. Итак, Аршак Товмасян, Москва, Владимир Арсеньев, Хабаровский край. Первый раунд. Товмасян в красной форме. Арсеньев в синей. Продолжение боя Эдуард Иванов, Удмуртия. Город Ижевск. Боксер 99-го года рождения. Боксом занимается 10 лет. Кандидат в Оба мастера спорта. боксеры, мне кажется, Вооруженные силы. молодые по возрасту. 115 поединков, Так. 103 боях. Начинает Победу. бой Является с дальней дистанции. Ну, особо такого прощупывания, разведки не проводили. Начали сразу и решительных ударов. Товмасян начал его контратаковать ударами, боковым ударом справа, ну и слева также. Боковые и удары, такие длинные, свинг, называется полубоковой, полупрямой удар. Вот у нас Владимир Арсеньев, выступающий в синей форме, спортсмен 1999 года рождения, является кандидатом в мастера спорта. В этом году он 19 лет ему всего, да? да, вышел в финал чемпионата Дальневосточного федерального округа этого года. Молодой, да, спортсмен. Аршак Товмасян, Аршак Товмасян, москвич. Ну, он бой начал более так аккуратно действовать в дальней дистанции. Ну, он, мне кажется, чуть старше своего соперника и опытнее. Да, действительно, это так. Аршак Товмасян является мастером спорта. Представляет он, как вы сказали, да, Москву. Призер чемпионата России 2017 года. Победитель спартакиады России. То есть видим, что Аршак имеет ну, больший, да,
послужной список. Послужной список, конечно. Ага. Спартакиада молодежи или Спартакиада, ну, понятно, да? Да, не уточнили эту Не информацию в уточнили, анкете. да, непонятно. Ага. Вот. Ну, более опытный чувствуется. Ну, хабаровчанин. 19 лет он только впервые, наверное, участвует в взрослых соревнованиях, в группе взрослых. И сразу на чемпионате страны, чемпионат России. Ему, конечно, труднее в этом бою будет, нежели его Ринг Б. сопернику. В красном углу к продолжению боя готовится Аршак Тавмасян. Город Москва. Аршак Тавмасян мы видим. Боксер 99-го года рождения. Абсолютно Боксом спокоен. занимается 10 лет. Мастер спорта России. Счет боя не ведет. Владимир Является призером Арсеньев, вот России заметили, да, он 2016 года, не сидит победителем во время перерыва. Спартакиады России. Интересно, с чем Тренируется связано под Да, ну руководством это тренера сам Михайлова. решает, ему как нравится. Может, некоторые считают, что когда дышишь стоя, Первый тренер больше быстрее, может, Михайлов. восстанавливаешься. Ну. Вот. Массивная такая атака, и два боковых все-таки достигли цели в этом эпизоде. Второй раунд. Итак, второй раунд. Аршак Тавмасян, Владимир Арсеньев. Да, в клинче боксеры хабаровчанин. Но ему выгоднее было бы работать с дальней дистанции прямыми ударами, стоя на месте. Надо Тавмасян ему старается приближаться, поближе подходит, потом бьет. Ну, в начале этого раунда уже есть хорошее попадание левым боковым. Ринг А. В этом бою победу одержал боксер красного угла Ахтем Закиров, Республика Крым. Выжидают боксеры. Ожидает, но удары не проходят, что-то не попадает, не подготавливает хорошо подготовительные действия перед акцентированным ударом. Поэтому у них удары и так промазываются часто. Рефери поединка, судья международной категории Константин Коновалин, Камцев, Красноярский край. В ринг А приглашаются Ахмед Имашоев, Марк Вот хорошо попал было так. Москвич, Аршак. Вот попал слева прямым ударом. Не так активны, да, в атакующих действиях. Дистанцию. Чуть не держит дальнюю дистанцию хабаровчанин. Надо ему с дальней дистанции работать. Стоит и ждет, как будто бы тут подходит, начинает бить. Когда приближается встречными ударами, тыкающими, не останавливает. Вот. Опасный левый боковой. Да, он ему делает замечание за удар открытой перчаткой. Ставропольский Вот, хорошо сейчас провел два боковых удара, то, что попали. Правда, легкие, то, что попали. Цель. Плотный правый удар пошел, но оказался, пришелся в защиту. Вот, Тут же два левых хороших, тоже, да? ага. Ну, он концовка этого раунда. Москвич Аршак Тавмасян выигрывает. Да, убедительно смотрелся во втором раунде Аршак Тавмасян. Несколько очень даже хороших попаданий. Вот. Ринг Б. Завершился у нас Синим углом второй к раунд. продолжению боя И готовится Владимир Арсеньев. ведет Хабаровский край. в этом поединке Город Аршак Комсомольск-на-Амуре. Тавмасян. Боксер 99-го года рождения. Боксом занимается 5 лет.
кандидат в Острее он мастера действует. спорта. В атаке Да, вот вот мы ага. видим боковой левый, как Силы. прошел. Видно, боковые билы. Ага. Счет боям не ведет. Право, правой. слева тоже. Он является финалистом Ага. Дальневосточного федерального округа 2018 Тоже года. правую выкинул своевременно. Финалистом российского турнира имени Сахарова в городе Владивостоке. Хабаровчанин тяжело. Тренируется под Неудобно. руководством тренеров Левша и заслуженного тренера России удары какие-то Гондукаева, отовсюду Малинина. летят в него. Первый тренер Наливайко. Так, Секунданты Зарин. Итак, третий раунд. заключительный раунд. Аршак Тавмасян, Третий раунд. Москва, и против него Владимир Арсеньев, Хабаровский край. Итак, третий раунд, поехали. Здорово, корпус, голова. Ну, видно, да, Более то, что поставлены у него удары. Аккуратно, но сейчас третий раунд. Хабаровчанину надо побольше ударов. Ответных или хотя атакующих. Но попаданий надо больше, чтобы выиграть. Ну, бой-то так. Преимущество минимальное пока имеет боксер красного угла. развязались шнурки. Рефери это сразу заметил. Вопросы с экипировкой решены, и поединок продолжается. Вновь хорошо действует в атаке Аршак Тавмасян. Вот Опять какой попал. тяжелый, Вот. да, справа, Ну, потом он слева сразу. Опять открыто заворачивает. Это сейчас получил замечание за удар в затылок. Что же предложит Владимир Арсеньев в заключительном раунде? Но он близко подходит, и это ему невыгодно. Когда он ударяет, обязательно приближается. Вот, Вновь пропускает, да, пускай, Арсеньев? да, ну, приближается. Вот. А так подальше стоял бы, тот его не доставал бы. Все-таки чемпионат России. Хорошо подготовленный. Ну, путевки все завоевали. Вот, хорошо ударил. Вот, опять попал. Минута остается. За одну Аршак минуту Тавмасян продолжает увеличивать, да, свое преимущество. он пропустил такой удар прямой. Слева ударил. Ага. Сам тоже пропускает, конечно, представитель Москвы, но более Ну, точен. он пропускает, об этом я сказал. Да. Хабаровчанин с левой прямой удар хорошо попал. Ну, молодой спортсмен. Еще опыта нет. Со временем у него, конечно, повысятся тактические варианты. Подходит к концу этот поединок. 15 секунд у Арсеньева есть, чтобы на последних, да, мгновениях попытаться набрать там парочку баллов. О, попал. Ну и все. Завершился этот бой. Аршак Тавмасян, я думаю, одержал все-таки в этом поединке победу. Очень здорово себя проявил в этом поединке представитель столицы нашей страны. Ну, не будем, да, забегать вперед. Дождемся оглашения решения судейской коллегии. Ринг Б. В этом бою победу одержал боксер красного угла Аршак Тавмасян, город Москва. Да, Тавмасян, Аршак. Аршак Тавмасян побеждает в
в этом поединке. Принимает поздравления, благодарит судью, своего соперника, тренеров соперника. Ну, давайте посмотрим. Более решителен был Товмасян в атакующих действиях. Ринг Б. Ну и, что самое важное, он был очень Бой 14. нацелен на атаку и здорово попадал Судья по международной категории Владимиру. Александр Корчагин, город Рязань. Боковыми много раз его Центральный доставал. федеральный округ. Вот. Представляем боксеров. В красном углу Ахмед Абдуллаев, Республика Дагестан. В И синем сейчас углу Аял мы Степанов, ждем Республика появления Саха-Якутия, нашего город Якутск. боксера. Да, вот он на ваших телеэкранах. Аял Степанов, член команды сборной Якутии. И он встретится в этом поединке с представителем Дагестана Ахмедом Абдуллаевым. Ян Степанов, представитель, ну, воспитанник Усалданской школы бокса, кандидат в мастера спорта. Ахмед Абдуллаев, представитель Дагестана, 95-го года рождения спортсмен, является мастером спорта. В этом году он побеждал на чемпионате Северо-Кавказского федерального округа. Вот он внимательно, очень хорошо чувствует. Я чувствую дистанцию, он прямыми ударами хорошо работает. Сразу начало это чувствуется. Не спешит. Вот. Сам не лезет туда. Как некоторые. Вот. Ищет. Вот. Он победитель Северо-Кавказского военного округа, так сказали, да вы? Да, Ага. с нынешнего года. Нынешнего года. Он молодой, видать, боксер. Наш спортсмен тоже, как все другие, дополнительно, когда дополнительно допускали боксеров, его включили. Но он тоже, боксер, тоже достаточно подготовлен. Поэтому и наши тренеры для получения опыта, и вот это участником быть чемпионата России тоже считается большим это достижением. Безусловно. Ага, ну это путевку завоевывает, федеральный округ надо выигрывать, первое место занимать, и Центральный совет добровольных спортивных обществ. Он приблизительно, ну, технико-тактическая подготовка неплохая, чувствуется у Аяла. Вот, аккуратно работает. Вот не надо спешить только. Вот парень внимательно ждет его. Вот. Да, внимательно Ахмед Абдуллаев присматривается. Идет, он может встретить, или надо сломя бросаться. Тут ни в коем случае нельзя. Ну, видишь, даже с ниже ударами достает. Ага. Боксер хорошо подготовлен, не спешит. Вот, корпус сначала хорошо попал, потом уже по голове пробил Ахмед Абдуллаев. Ну и попадает Аял. Молодец, Аялу не надо стесняться, надо работать. Я просто так говорю, стесняться, ну, надо поактивнее. Вот, пока идет нормально. Завершается первый раунд. Ну что ж, Ринг Б. В красном углу. активнее. Бою готовится Ахмед Не совсем, да, активнее, мне кажется, но ведет в этом поединке с С небольшим. преимуществом Да, идет Ахмед боксер с Абдуллаев. красного угла. Боксер Наш боксер неплохо себя показывает. Мастер спорта России. Представляет вооруженные силы. На ринге провел 115 боев, 105 из них одержал победу. Имеет 10 международных Левый встреч, боковой прошел. 8 из них одержал Сверху победу. правый прилетает, Он левый является боковой чемпионом Республики Дагестан, по корпусу, чемпионом Северо-Кавказского федерального округа. прямой левый. Ну, это Тренируется под боксер руководством очень, так тренеров сказать, Рашидбек интересный. Ахмедова,
боксер и красного Султан угла. Никитинов. Удары вот Первый подкрадывающий, тренер смотрит Арсенбек внимательно и Ахмедов. вовремя наносит удар, чтобы Секунданты за ринг. попасть. И попадает. Ну, само это чемпионат Второй Северо-Кавказского округа, федерального округа. Очень сильная, так сказать, зона. Ну, не зона, так как говорят, а округ. Готов для получить путевку, выигрывая этот регион. Вот, надо доставать надо. Он не достает, наш боксер. Вот доставать. Он далеко стоит, как будто близко, но вовремя это, отклон делает. В этом бою победу одержал боксер красного угла Ахмед Иматшоев, Московская область. Мы видим, да, как здорово заряжен Аял Степанов. Ну, молодец, ага. А поактивнее. Очень, вот видите, как это подкрадывается очень здорово. Вот готовый в любой момент нанести атаку или контратаку. Боксер красного угла. Ну вот, молодец. Аял молодец. Вот в таком же духе надо работать. Молодец. Очень неудобный боксер. Молодец. Тут надо дольше работать. Длинные контратаки. Вот так, серии длинные. Надо бить было. Это мое мнение. Подсказать я не могу. Сидя отсюда Аялу. Правый боковой прилетает. Вот. Хорошо. Хорошо, молодец. Хорошо. Ага. Он подкрадывает еще, так он подходит как это, мягко какая-то. В синем углу ринга Тамир Галанов, Московская область. Весовая категория до 50. Как мангуста или как ковра, говорят, так обычно тут сравнивается с этими. Вот видите, как он подходит, очень внимателен. Ему попасть очень трудно. В любой момент он взрывается или отходит, ловит. Очень быстро, да, переходит вот в атаку. Да, вот в атаку, Абдуллаев. ага, вот. Здорово координирован. Внимание, вот ответная реакция у него очень высокая. В синем углу продолжению боя готовится Аял Ну Степанов. что ж, второй раунд. Республика Саха-Якутия, город Якутск. Второй раунд Боксер 93-го года завершился. рождения. Похвалим Боксом Аяла занимается Степанова, 6 да? лет. Да, Кандидат он Очень мастера активно хорошо, спорта. поработал. Вот с Представляет таким боксером молодежь России. только так работать, он правильно действует, Счет боям не ведет. но переломить, Он является победителем матча Вот. встречи Корея 2018 Победить, года, финалистом конечно, Республики Саха-Якутия может тоже. и призером чемпионата юности Ну, России готовность 2018 не года. позволяет мне, видимо, полный сбор Аял Степанов он прошел, тренируется под мне кажется. руководством тренеров в Артура последний момент Пахомова. его включить. Первый тренер Илья Иванов. Ну что ж, Третий заключительный раунд. Третий раунд. хотелось Ну. бы в третьем раунде еще поактивнее поработать, да? Да, ну, картина пока тоже не меняется. Он вот в своей манере так и продолжает боксировать. Боксер красного угла. Аялу только так к нему пристраиваться. Он все правильно делает. Но реакция у него очень быстрая, защитная. Вот. Ну Ну, да, в таком трудно попасть очень в таком.
казалось бы, да, боксер. то, что он постоянно вот передний Ну. прямой удар использует, но Да, вот да, когда да. надо, сразу вот боковые прилетают, Да, мощные. Да, да, да. У него вот эта реакция ответная очень быстрая. Он лишних движений не делает, видите, как это самое. Ждет своего момента. Ну, а я уже как-то привык к нему, уже начинает так попадать моментами. Вот. Тут еще Ну, Ахмед Абдуллаев, да, вот, вот, О. наверное, один из редких случаев, когда он сам пошел вперед, а в основном он к себе вот вытягивает, да? вытягивает, Вот. да, вот вытягивает именно. Вытягивает и иногда сам идет вот так быстрым ударом. Очень такой нестандартный боксер. Чуть больше минуты остается боксировать в заключительном третьем раунде. Надо пробовать, Аял. Да, надо сейчас серийно работать. Ему, если серийно... Но он не дает ему как-то серийно работать. Где-то его останавливает, где-то сам чуть-чуть отходит. Не доходит до цели пока что удар. Вот, правая дотянулся. Да, ну, Совсем, конечно, акцентированный удар получился, но ну, можно так, с таким работать, конечно. Надо быстрее бить, подготавливать удар. Все, ну, он 25 секунд до конца поединка. — 10 секунд осталось. Ну и завершается поединок. Ну, крайне неудобный, да, соперник был у Аяла, Ахмед Абдуллаев. Вытягивал нашего боксера. И вот когда Аял что-то идет в его сторону, то тут же, да, он Да, но ответное действие. со временем опыт у него побольше станет, он будет Ринг боксировать. в этом бою лучше. победу Аял. одержал боксер красного угла Ахмед. Да, победу Абдуллаев, одержал Ахмед Республика Абдуллаев, Дагестан. представитель Дагестана. На ринг Но, к сожалению, Аял приглашается Степанов завершает. Но он 15-й хорошо бой. отработал, достойно боксировал. Последняя пара этой С таким программы боксером. утренней. Вот Ахмед ждет. Батыров, Республика Сразу, да, Дагестан. вот. Да. Синий, Если красный ты не угол. идешь ко мне. Да, Шахриев обманные какие-то удары не Ахмедов, выйдут, да. Новосибирская область. Рефери Не этого ожидаешь боя, удара, и он в это судья время международной бьет, да. категории Роберт Имамов. Да. Город Санкт-Петербург. Ну и у нас, Последняя пара, да? да, заключительный поединок Батыров. утренней программы. У нас встречаются Абдулхаким Батыров, Дагестан, и Шахриер Ахмедов, Новосибирская область. Вот Ринг Б. Абдулхаким Батыров Представляем боксеров в красном углу. углу. Абдулхаким Его соперник Батыров, Шахриер Ахмедов, Республика Дагестан. Новосибирская В синем область. углу Шахриет Ахмедов, Новосибирская область. Это у нас получается последний, да, последний. Пара 56 килограммов, да. Шахриер Ахмедов является мастером спорта международного класса, спортсмен 1993 года рождения. У нас в синей форме выступает. Ахмедов финалист чемпионатов России 15, 16 и 17 годов. Да, тогда ребята титулованные, так сказать, да. Мастер международного класса, сказали, да? Да. Ага. Ну вот.
Дагестанцы вообще в последнее время, ну и раньше были сильные. Сейчас каждым разом они лучше выступают. Боксеры оба необычной стойки боксируют, правосторонний им обоим, поэтому неудобно, но привыкают ко всему. Спортсмен в красной форме Абдулхаким Батыров, представитель Дагестана, 92-го года рождения, мастер спорта России. Чемпион Северо-Кавказского федерального округа 11, 12, 13, 14, 15 годов. Призер первенства России 2014 года. У нас на ринге параллельно также идет заключительный поединок утренней программы. Там уже 3-й раунд. Ну а мы с вами сконцентрируемся на бое Абдулхакима Батырова и Шахриера Ахмедова. Видимо, спортсмены друг друга хорошо знают. Ну, возраст тоже, так и уровень подготовки. Не спешат пока. Вот, хорошо сейчас пошел концовку удару. Надо почаще бить на концовку, рвать, чтобы раунд выиграть. Осталось совсем мало, да? Да, 25 секунд в первом раунде. Вот. Правый боковой достиг цели. Ну, осторожненько начали, да, боксеры, и вот под конец. Да, ну, конечно. Под конец раунда, победитель один каждого боя. Один из них будет победителем, второй побежденным. Это не знает. Готовится Абдулхаким Батыров. Да, действительно, в боксе, конечно же, победитель один. Город Махачкала. И сейчас мы увидим боксер 92-го года рождения. Первого раунда. Боксом занимается 13 лет, мастер спорта России. Счет боям не ведет. Вот правой чемпионом боковой Северо-Кавказского достал. федерального округа 11, 12, 13, 14 и 15 годов. Вот. Призером первенства России 2014 года. Тоже правый боковой доходит до цели. Тренируется под руководством тренеров Шафиддин Аллахкалиева, Али Ахмедова и Шафид Аллахкалиева. Секунданты за ринг. Федерального округа Северо-Кавказский. Красный угол Дагестана, а это Сибирский федеральный округ. Новосибирская область. Вот. Что ж, второй раунд. Начинает, да, второй раунд. Чуть более быстрее начал работать и решительно боксер красного угла. Дагестанец. Вот. Вот, хорошо попал, да. Левый боковой. Передней рукой он 2 раза хорошо бил. По корпусу вот тоже так, добавил правой. Вот так он будет раздергивать. Ну, пока предпочтительнее, да, смотрится Абдулхаким Батыров. Ну, пока так не скажи. Но во втором раунде. Во втором раунде. А второй-то международник, вы сказали. Синий угол, да? Вот. Да. А этот мастер спорта. Но он не попадает что-то. Синий угол. Более аккуратно работает
боксер из Дагестана. Вот, тут надо добавлять, тут надо бить надо. Синий угол сейчас, наверное, перейдет в решительное наступление до конца боя. Тогда он может выиграть. Этот бой пока идет так в равном ключе. Ну, маленькое преимущество может быть у боксера с красного угла, но сейчас. Еще половина боя не прошло. Так, уважаемым любителям бокса, еще раз я повторяю, с каждым днем соревнования будут более интереснее, потому что проигравшие бывают, остаются только победители, ну и качество, естественно, будет каждым разом улучшаться, качество поединков и соперники тоже. Вот, видишь, как синий угол тоже начал работать. Вот. А уже конец второго раунда, да? Да, последние секунды второго раунда. Вот. Ну что ж, начал-то очень здорово. Абдулхаким Батыров попадал чаще в дебюте, да, второго раунда. Но потом Шахрияр как-то активизировался и выровнял положение по ходу второго раунда. Мастер спорта международного Хотя, да, вот, как Александр, вы отметили, не так уж много, да, как ожидается, да, от мастера спорта международного класса попаданий в исполнении Шахрияра Ахмедова. Да. Тренируется под руководством тренера Валерия Мотькина. Ну, сейчас заключительная Первый трехминутка. тренер Виктор И будут Бражаев. судьи определят победителя в этом поединке. Секунданты Зарин. И в следующем бою он будет с дагестантом. Видимо, или, ну, дагестанцем. Вот это. Третий. То отдыхали они. Один человек отдыхал, он в первой паре будет победителем первой пары. Остальные, значит, вот, будут встречаться в следующем кругу. Два дагестанца или вот этот Ахмед Шахрияр. Последний раунд. Да. Ну, потяжь надо атаковать бы в синем углу. А Капа выпал вот. У красного угла, боксера красного угла. Возобновляется бой. Да, здесь концовка раунда решить. Мне кажется, судьям будет трудно определять, если так продолжаться будет до конца. Кажется, оба не против, да, вот Да. в активной. Ага, ну, в этот день у нас Талбан Егоров одержал победу наших боксеров, так. Николай Григорьев одержал победу. И Денис Халдеев одержал победу. Да? Так же, да? Да. Ага.
Так, у нас возобновляется и 44 секунды нам показывает таймер. Опять выпала капа красного угла. Если часто будут выпадать, ввиду неподготовленности будет предупреждение сначала объявлено, потом еще будут, могут снять даже. Почему? Так, возобновляется встреча. Абдулхаким Батыров имеет, да, шансы на то, чтобы одержать победу над более именитым. Ну, вроде так, ага. Это. Хочет уступить, но совсем мало времени остается. Ну, вот так дальше работать же надо. Ахмедову. Шахрия. Последние секунды этого поединка. И будет очень интересно, да, услышать вердикт судей. Да, конечно. Ну что ж, сейчас спортсмены будут приглашены к центру ринга. И мы с вами узнаем, кто же стал победителем заключительного поединка утренней программы второго соревновательного дня чемпионата России по боксу среди мужчин. Итак, боксер синего угла Шахриер Ахмедов, А. Новосибирская область. Шахриер Ахмедов, Да, Шахриер. мастер спорта международного класса из Новосибирской области, стартует на этом чемпионате с победой над представителем Дагестана Абдулхакимом Батыровым. Принимает поздравления Шахриер. И перед тем, как попрощаться, мы с вами увидим яркие моменты третьего раунда этого боя. Ждем вас. Хотелось бы напомнить нашим телезрителям то, что ровно как и вчера, вот у нас завершилась утренняя программа, которая стартовала в 12 и вот закончилась в 15:20. Вечером мы ждем любителей спорта в Центре спортивной подготовки. В 17:00 начинается вечерняя программа. Те, кто же не имеет возможности подойти сюда, с большим удовольствием смотрите наши телетрансляции. Увидимся с вами вечером в 17:00.